В Буйнакске под руководством главы города Исламудина Нургудаева состоялось заседание оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории города. Открывая заседание, глава Буйнакска призвал присутствующих проводить необходимые разъяснительные работы с населением города. Изо дня в день количество болеющих ковидом увеличивается, поэтому нам надо меры принять, чтобы и джамаату, и народу объяснить. Мы же понимаем, в будущем, если пойдут еще буквально шаг, 5 раз учили, и жизни будет, и никто не хочет возврата к тому же, откуда мы только недавно вышли. Это наша работа, которую мы должны делать, да, если мы беспокоимся о людях. А мы на сегодняшний день, те люди, которые сегодня в этом зале сидят, это те люди, которые ответственны за каждого человека, который здесь в этом городе живет. Также Исламудин Нургудаев отметил, что режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и легочной системы продлен до 17 декабря. Помимо этого, в ближайшее время в городе будет реализован проект по доставке лекарственных препаратов до пациентов, находящихся на амбулаторном лечении посредством такси. Далее подробно о ситуации в городе рассказал заместитель главы Абду Багаудинов. На данный момент у нас на 2 число декабря месяца этого года в больнице лежат 46 человек с пневмонией, общее заболевание, в том числе 15 человек подтвержденными с ковидом у нас. Так, 30 человек у нас лежат в пневмонии, из них в реанимации 4 находится человек в реанимации, на кислороде обеспечение 10 человек. К сожалению, за отчетный месяц, за ноябрь месяц у нас скончалось в больнице 3 человека. В принципе, мы всех этих 3 людей знаем, это наши горожане. Приносим свои соболезнования близким родственникам наших коллег, наших знакомых, которые скончались в нашей больнице. Количество развернутых коек медицинской организации города Буйнакска, согласно маршрута, у нас должно быть 70 Минздрав дает, но у нас на сегодняшний день разрешено 80 коек. То есть резерв составляет 31 койка. Далее, в случае необходимости, если будет у нас резкий рост, всплеск, неожиданный всплеск таких заболеваний, у нас есть в резерве 40 коек, которые мы можем развернуть. Это взрослое инфекционном отделении Центральной городской больницы. Для обеспечения режима самоизоляции количество реализованных мер административного воздействия в отношении нарушителей режима самоизоляции, в том числе по линии ОМВД города Буйнакску, составило 4686 протоколов. Далее по Роспотребнадзору города Буйнакска 1488 постановлений о самоизоляции было выписано за этот весь период, имеется в виду. На сегодняшний день на карантине, на самоизоляции, на дому амбулаторно находится 116 человек. И 1384 человека в сроки карантина были уже истекли. Как отметил Абду Багаудинов, ситуация с распространением инфекции в общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждениях стабильная. Новых случаев заражения детей не наблюдается. Однако это не повод расслабляться, добавил он, необходимо по-прежнему соблюдать все меры защиты и профилактики. Подводя итоги, члены оперативного штаба, проанализировав ситуацию в городе, а также заслушав статистические данные, представленные главным врачом Центральной городской больницы, приняли решение ввести ограничения, начиная с 4 декабря 2020 года до момента улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации. А именно не допускать проведения богослужений с присутствием людей, за исключением священнослужителей, запретить организациям проводить новогодние корпоративы, также запретить работу банкетных залов и кальянных. Кроме того, совершение религиозных обрядов бракосочетания разрешается проводить в присутствии не более 10 человек. На особом контроле соблюдение масочного режима и проведение дезинфекционных мероприятий в местах массового скопления людей. В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой в республике, заведующая эпидемиологического отдела Буйнакской центральной городской больницы Кистаман Акамова обратилась к жителям с просьбой соблюдать рекомендованные меры профилактики для борьбы с распространением коронавируса. Уважаемые горожане, в связи с тем, что ситуация по коронавирусу еще не стабилизирует, и даже можно сказать, что она идет тенденция к ухудшению, поэтому призываем вас, строго соблюдайте
режимы самоизоляции, носите маски, особенно если вы заходите в закрытые помещения, берегите себя и своих близких. У вас дома есть взрослые люди, которые являются группой риска. Если уж вы себя не бережете, берегите своих детей, близких, соблюдайте все меры предосторожности и режим самоизоляции. Информация о введении дополнительных мер по противодействию коронавирусной инфекции будет размещена на официальном сайте города Буйнакска. Наида Эдбекова, Камиль Гусейнов, Фаджат Алиева. Новости Буйнакска.